Привет, ребят! Сегодня я хочу снять какое-нибудь такое новогоднее видео, чтобы самой зарядиться новогодней атмосферой и вам, может быть, поднять настроение. Хотя, конечно, по обстановке не скажешь, что Новый год, светит солнце и нету никаких гирлянд. Но я просто с вами хочу поболтать. Но сначала хочу вам показать две вещи, которые мне пришли с моего любимого интернет-магазина. Когда они мне написали, чтобы прислать мне вещи, я была очень рада, потому что я сама периодически оттуда заказываю вещи, и это магазин shein.com. Я заказала две вещи. Первая на мне — это кофта. Она выглядит школьной, возможно. Снизу вот такая блузочка торчит, но она совместная, то есть это не отдельно две кофты, это просто вместе, длинненькая и мягенькая. И вторая вещь, которую я заказала, к сожалению, я ее надела один раз, больше, наверное, я не надену, потому что к нам в Краснодар зима пришла в этом году слишком рано и довольно-таки морозная. Весной, когда будет более-менее тепло, ее классно надевать с большим шарфом. Она рыжего цвета и внутри такая серая подкладка. Здесь одна застежка, одна пуговичка, но с большим шарфом очень классно смотрится и не холодно, что самое главное, потому что я ее один раз уже надевала. Ссылки на эти вещи и на магазин я оставлю в описании к этому видео, так что посмотрите этот магазин. Это мой самый любимый магазин из всех онлайн, так что проверьте его. Ну а теперь давайте перейдем, собственно, к теме видео. Я попросила вас задать вопросы ВКонтакте и в Инстаграме по поводу Нового года. Я постараюсь с вами поболтать на эту тему. Надеюсь, что вам понравится это видео. Первый вопрос: когда я начинаю создавать новогоднюю атмосферу в доме? На самом деле сейчас у меня дома здесь в Краснодаре только одна гирлянда и все, больше ничего нет. А дома в родном городе вообще ничего нету, и я сомневаюсь, что что-то будет, потому что я приеду слишком поздно. Поэтому в этом году как-то все мимо меня проходит. Где и с кем будешь праздновать этот Новый год? Этот Новый год, как, собственно, и все остальные, я всегда встречаю в кругу семьи. Гулять я в этот Новый год никуда не планирую идти, просто буду дома со своей семьей. До какого возраста ты верила в Деда Мороза? Я не помню, в каком возрасте это было, но моя сестра убиралась на балконе, и в шкафу, в большом таком шкафу, нашла два наших подарка. Мы с ней решили, что Деда Мороза нету, но никто не запрещает вам верить в сказку. Есть ли у вас в семье какие-нибудь традиции? Прям таких вот традиций нет, но лично у меня есть традиция, и я ее каждый год соблюдаю. Просмотр фильма «Ирония судьбы» с легким паром, именно старого фильма, новый мне не очень понравился. У тебя есть уже новогоднее настроение? На самом деле нет. Для меня сейчас, когда я учусь в универе, для меня Новый год равно сессия. Кто студент, тот знает, что такое сессия, это не очень классно, поэтому я жду окончания универа, чтобы для меня Новый год был Новым годом. Но обычно у меня новогоднее настроение появляется вот где-то 30-го, 31-го, особенно 31-го вот с утра я уже прям вот чувствую, что вот-вот скоро Новый год. Любишь настоящую елку или искусственную? На самом деле я люблю настоящие елки очень, и мы давно, когда я еще была маленькая, мы всегда покупали настоящую елку, я обожала ее наряжать, но я понимаю, что елка очень долго растет, и покупать ее ради, недели, чтобы она, 2 недель, чтобы она постояла дома, потом вы ее просто выкинете, это нецелесообразно, и поэтому сейчас очень много искусственных красивых елок, и у меня, в принципе, дома тоже уже давно искусственная. Какая твоя любимая теплая одежда и предпочтение в макияже зимой? Насчет макияжа, конечно, зимой можно наложить на себя побольше косметики, потому что холодно, ничего это не течет, как летом, не плавится, не тает. Обязательно это должен быть какой-нибудь увлажняющий крем, потому что мороз очень сушит кожу. Плюс еще какая-то защита, у меня это BB-крем и оформление бровей. Ну, редко тушь, может быть. Если у меня особое настроение, то я могу, конечно, сделать мейкап из теней, там что-нибудь еще. Ну еще, конечно, гигиеническая помада, куда без нее зимой. А насчет любимой теплой одежды, мне зимой все равно в чем ходить, главное, чтобы это было тепло. К тому же, когда на улице мороз минус 10, а в нашем климате он ощущается как минус все 20, просто ты надеваешь все подряд, главное, чтобы тебе было тепло, и ты не замерз на улице. Советую новогодние фильмы. Передай привет. Привет, Настя Михайлова. Из новогодних фильмов это «Елки». Я посмотрела в прошлом году все части, мне понравились, и он
очень хорошо зайдет в Новый год именно. «Один дома», конечно же. «Черная молния». Для меня это очень классный новогодний фильм. «Ирония судьбы» или «С легким паром». И на самом деле я что-то как-то больше не вспоминаю никаких новогодних фильмов, которые вот я бы прям любила смотреть. Как найти новогоднее настроение? Можно послушать, во-первых, украсить квартиру хотя бы гирляндой, послушать новогоднюю музыку, сделать новогодний плейлист, смотреть новогодние фильмы, поесть мандарин, вот, пойти погулять в центр, попить каких-нибудь новогодних напитков, например, в Старбаксе. Какой образ предпочтешь на Новый год? В основном мой Новый год проходит дома, всегда в кругу семьи, и я не вижу смысла особо как-то наряжаться. Просто домашняя одежда. Мне кажется, это самая уютная одежда для встречи Нового года в кругу семьи. И да, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Может быть, у вас хоть чуть-чуть появилось новогоднее настроение, потому что я именно с этой целью снимаю его. Ну, а мы с вами очень скоро увидимся, надеюсь. Спасибо вам за просмотр и всем пока!